Сотрудничество в строительной отрасли НАО и КОМИ поможет расширить рынки сбыта для ряда крупных предприятий нашей республики. Но в соседнем субъекте решить сразу две проблемы. Ускорить возведение социальных объектов и значительно снизить стоимость ФАПов или малокомплектных ферм. Подробности такого двухстороннего сотрудничества обсудили в ходе рабочего визита делегации КОМИ в Ненецкий автономный округ. Репортаж Виктории Палкиной. Аграрии НАО отныне будут иметь доступ к региональному банку проектов сельскохозяйственных помещений КОМИ. Сюда занесены все действующие фермы нашей республики. С работой некоторых представителей Ненецкого автономного округа уже познакомились. Наш опыт республики, который мы, может, и не считаем передовым, по строительству животноводческих помещений заинтересовал Ненецкий автономный округ. Заинтересовал качеством и ценой. Они выезжали в Уссылимский район, ознакомились с новыми семейными животноводческими фермами в Замежном и в Сергеево щели на 50 и на 100 голов. Их поразило качество и цена. Цены удивляют не только чиновников НАО, но и местных аграриев. Разница в стоимости животноводческих помещений огромная. В КОМИ возведение малокомплектных ферм обходится примерно в 10 миллионов рублей. В Ненецком округе 50 миллионов. Такая же картина и по медицинским учреждениям. В прошлом году в крупном оленеводческом поселке Красное открыли новую амбулаторию. Площадь помещений 600 квадратных метров. Стоимость проекта почти 40 миллионов рублей. В КОМИ такое помещение обошлось бы дешевле как минимум в 2 раза. Сотрудничество двух регионов поможет НАО существенно сэкономить и на социальном строительстве, уверены эксперты. Представители округа уже заинтересовались и нашими проектами, и нашими стройматериалами. Например, продукцией Сыктывкарского промкомбината. Было много вопросов по техническим характеристикам, по несущим характеристикам. И мы считаем, что они сегодня вполне подойдут или могли бы подойти к данным климатическим условиям для того, чтобы здесь можно было использовать. Правда, пока не ясно, как стройматериалы из КОМИ будут завозить в НАО. Доставлять их можно по Печоре или по Зимнику. Второй вариант стороны считают более реальным. Нескольких месяцев работы временной дороги хватит, чтобы завести необходимый объем деревянных комплектов. А с открытием автомобильной трассы Усинск-Нарьян-Мар транспортный вопрос и вовсе отпадет. Виктория Палкина, Олег Юшков, телеканал Юрган, Ненецкий автономный округ.